О самых заметных событиях пятницы, 24 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Аэропорт Якутск переходит на весенне-летнее расписание полетов. Какие изменения ждут пассажиров? Наука, бизнес, сельское хозяйство, строительство, эти и другие сектора экономики зависят в том числе и от климата. Международная конференция о глобальном потеплении и таянии вечной мерзлоты завершилась в Якутске. Расскажем главное. Реальная помощь от крупной компании. Комплекты мебели и специального учебного оборудования в подарок коррекционным школам передала группа ВИЗ. Аксель, Бильман и тулуп – эти термины знакомы всем любителям фигурного катания. Юным якутским фигуристам их освоить сегодня помогла именитая спортсменка, олимпийская чемпионка Камила Валиева. В субботу в Якутске потеплеет до -1 градуса, а в западных районах ожидается плюсовая температура. Озвучим информацию о погоде на выходных. Около 10 миллиардов рублей в виде налогов от золотодобытчиков поступило в бюджет Якутии. Об этом сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко в эфире радиопередачи «Диалог с властью». На строительство школ выделяется примерно от 200 до 300 миллионов рублей, что позволяет появиться десяткам школ. В целом компании серьезно помогают по разным направлениям, начиная от создания профильных классов, приобретения оборудования. Также ведется работа с коренными малочисленными народами Севера, сказал Максим Терещенко. За прошлый год предприятия Якутии добыли более 48 тонн золота. Это новый исторический рекорд. Автодорогу регионального значения Яна отремонтируют в следующем году. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Якутии Анатолий Потапов. Протяженность круглогодичной дороги Яна составляет 188 километров. Ежегодно по нацпроекту дорожники ремонтировали десятки километров полотна. В этом году управлением автодорог республики подписан госконтракт на ремонт 27 километров. А в следующий строительный сезон приведут в нормативное состояние 2 участка длиной 16 и 19 километров. Таким образом, ремонт дороги Яна должны завершить в следующем году на всей ее протяженности. Аэропорт Якутск переходит на весенне-летнее расписание полетов. Из столицы в весенне-летний период планируют регулярные пассажирские рейсы по 37 направлениям. Из них 15 по центральному расписанию. Полеты будут выполнять 7 авиакомпаний. Главная особенность предстоящего летнего сезона – аэропорт Якутск будет работать в условиях реконструкции взлетно-посадочной полосы. Так, в этом году строительно-монтажные работы должны провести с 1 апреля по 1 октября. При этом максимальные ограничения будут введены с 15 мая по 15 июня. Длина полосы в этот период составит 1650 метров. Наука, бизнес, сельское хозяйство, строительство, эти и другие сектора экономики зависят в том числе и от изменения климата. Для нашей республики, большая часть которой находится на вечной мерзлоте, проблемы глобального потепления наиболее актуальны. Решить многие вопросы, связанные с потеплением, пытались участники научно-практической конференции, которая завершилась в Якутске. Итоги в материале Александра Хавренко. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты – одно из крупнейших научных мероприятий в России. Более 200 делегатов из России, Китая, Бразилии, Индии и ряда других стран приняли участие в различных сессиях и круглых столах. Меня просто поражает, что конференция на самом высоком уровне. Извините, что перед вылетом я думал, что это лишь региональная конференция. Но когда я уехал, я осознался, что это просто как-то выдвинута задача и даже миссия всего человечества. Научно-практическая конференция – отличный повод, чтобы заявить о себе, высказать предложения и найти партнеров. Заключены различного рода важные соглашения, которые для нас открывают также новые возможности для реализации наших амбиций на международной
арене и для привлечения новых иностранных партнеров. Это соглашение с Сюань-Юань Corporation и соглашение о вхождении Норд-Север в РАКАИ, Российско-Азиатский консорциум арктических исследований. Один из главных итогов конференции – изменение климата – процесс неизбежный. И главное – найти способы использовать эти процессы без потерь в экономике. А некоторые из аспектов использовать на благо развития. Одним из таких примеров может быть освоение Арктики через незамерзающий Северный морской путь. Сегодня, и об этом надо прямо сказать, территория Якутской Арктики освоена крайне слабо, то есть с точки зрения в том числе и экономического развития. И, безусловно, появление мощной транспортной магистрали в виде постоянно действующего Северного морского пути, оно способно не только решить проблему северного завоза для труднодоступных территорий, что само по себе очень важно для качества жизни людей, но и, конечно же, может дать уже старт реализации крупнейших экономических проектов, которые в конечном итоге будут повышать качество жизни якутян. Научно-практическая конференция стала одним из важнейших событий в завершающемся двухлетнем председательстве России в Международном арктическом совете. Все участники конференции отметили важность и необходимость подобных мероприятий и выразили желание принять участие в следующей конференции, которая пройдет в Якутске в 2025 году. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Завершающий день научно-практической конференции также посвятили теме улучшения технологий строительства в условиях мерзлоты. Отметим, что на конференции решено создать Всероссийскую ассоциацию геокриологов, которые будут решать проблемы вечной мерзлоты. Одной из задач, поставленной перед организацией, станет и работа в сфере инженерии. Штаб-квартира будет находиться в Якутске, в Институте мерзлотоведения. Эта ассоциация, как мы ее смотрим, она будет объединять несколько блоков. Первый основной блок – это, конечно, блок инженерного мерзлотоведения, где будут в том числе из НИОС Кирсованова специалисты туда, как раз Алексеев Андрей Георгиевич, это руководитель Центра по геокриологии, тоже входит у нас в правление. И он, и совместно с научным сообществом мы будем как раз разрабатывать, изменять ТСН, ГОСТы, СНИПы, строительные нормы и так далее, именно для территорий, где распространена мерзлота. Комплекты мебели и специального учебного оборудования в подарок коррекционным школам передала группа ВИЗ. Каждому учреждению вручили то, что необходимо в соответствии с потребностями. Всего передано 270 единиц мебели и специального оборудования. На вручении работала Мария Кардашевская. Более 150 новых парт, спортивных снарядов и инвентаря, оборудование для хореографических залов, ученическую мебель, в том числе и специализированную для детей с ограниченными возможностями здоровья, торжественно вручили директорам коррекционных образовательных учреждений. Мы получили оборудование для развития физического развития детей, для помощи организации учебного процесса. И мы благодарны, что каждой школе каждой организации был предоставлен выбор в том оборудовании, в котором у нас есть потребность. Спасибо большое. Обновление материальной базы – это всегда актуальная тема для всех школ, особенно для специальных коррекционных школ и для детей с нарушениями. Да? И специальное оборудование, которое нам предоставили, оно, конечно, укрепит материальную базу. И в дальнейшем наши дети будут учиться тоже с новым оборудованием и достигать новых высот. Спасибо большое. Группа ВИЗ «Детям Якутии». Именно так называется акция, которую проводит холдинг в помощь коррекционным учреждениям. Для бизнеса группы ВИЗ создание социальной инфраструктуры, которая способствует повышению качества жизни в российских регионах, одно из приоритетных направлений. Участвовав в подобных мероприятиях во всех, скажем так, регионах, в которых присутствует группа со своими проектами. В Якутии мы уже присутствуем около 10 лет. Нами реализовано порядка 12 социальных проектов. Это как раз детские сады, школы. Передаем в дар на данный момент инвентарь спортивный, специальное для дошкольных и школьное, скажем так, оборудование. Безусловно, полностью доставка со склада будет осуществлена нашими силами до получателя. За 10 лет холдинг построил в регионе 5 детских садов, 4 школы, школу искусств, смарт-библиотеку, также Центр культуры и искусств имени Гагарина. И на этом группа не намерена останавливаться. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск.
Ветеранам органов внутренних дел Якутии, участникам специальной военной операции, вручили государственные награды. В МВД по республике провели расширенное собрание пленума общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Ветераны министерства и добровольцы, отличившиеся в зоне специальной военной операции, получили госнаграды. Бойцам вручили медали за отвагу, а также за боевые заслуги. А активных членов ветеранского движения наградили за добросовестное отношение и высокий профессионализм при подготовке добровольцев. А в преддверии Дня работника культуры России в столице региона наградили тех, кто внес неоценимый вклад в духовно-нравственное развитие Якутии. Всего в республике трудятся в учреждениях культуры 11 тысяч человек. В этом году званием «Почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия» удостоились 6 человек. Отметим, что в этом году Министерство культуры региона отмечает 70 лет. Праздник сравнительно не молодой. Мы его отмечаем только, если так посчитать, 16 раз в Российской Федерации. В этом году исполняется Министерству культуры 70 лет, что придает пикантность этому празднику, такую торжественность. За все эти годы мы все, наша отрасль, счастливая отрасль, хорошая отрасль, несем счастье, радость и хорошее настроение всем населению нашей республики. Я думаю, что профессиональный праздник работников культуры – это особенный праздник. Такой праздник большего настроения, больше радости тех людей, которые создают эту радость для всей нашей республики. Первый слет Якутского регионального отделения российского движения детей и молодежи. Движение первых стартовал в Якутске. Мероприятие проводят в рамках республиканского молодежного фестиваля «Мусустар». В масштабном фестивале детских объединений участвуют около 300 активистов и лидеров со всей республики. Подробности в следующем материале. Хлопаем! Первый слет движения первых стал настоящим событием для всех участников. Программа масштабного мероприятия включает различные конкурсы, мастер-классы и смотры выставки. Так, в форме выставки свою организацию представили ученики Жатайской школы. Я приняла участие в конкурсе выставок организации «Бригантина». Вот эта наша выставка – это выставка детской общественной организации «Бригантина». Это организация, состоящая из 3 детских общественных объединений городского округа Жатай. Это «Орбита», «Содружество» и «Калибри». Движение первых объединяет активистов со всей республики. Здесь ребята находят единомышленников и реализовывают свой творческий потенциал. Совсем недавно у нас в школе открылось первичное движение детей и молодежи, в котором мы теперь состоим. И понеслась, теперь я здесь, собрала уже достаточно хорошее количество друзей, я очень рада здесь находиться. Это отличная возможность, чтобы реализовать себя, реализовать свои идеи, и научиться многому новому. В грандиозное движение входят как совсем молодые организации, так и объединения с многолетней историей. Одна из них – объединение «Содружество» Нерюнгринского района. Объединение «Содружество» объединяет в себе весь Нерюнгринский район. То есть объединяет все детские объединения, детские активы, проводит различные мероприятия, пишет множество проектов, даже социальные проекты, которые у нас выходят на гранты. Это, например, наш популярный проект «Социальная команда. Рожденные помогать». Также множество военно-патриотических мероприятий. То есть мы работаем по всем направлениям. Участники слета разделены по множеству направлений, по которым проводятся конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия. Одно из направлений – журналистика, специально на которое был приглашен известный российский журналист Денис Полунчуков. Этот первый слет движения первых в Якутии – это только большое начало, большой работы. Поэтому я думаю, что, естественно, будем и курировать, и помогать, и оценивать, может быть, работы, и также в качестве наставников давать советы определенные для того, чтобы ребята нарабатывали тот опыт и ту базу, которая в дальнейшем им может пригодиться в жизни. Несмотря на то, что движение первых образовано относительно недавно, оно уже насчитывает 1000 участников. Так, только в Якутском региональном отделении зарегистрировано более 500 организаций. Идет ежедневный прирост через регистрацию на сайте будьдвижение.рф. А по количеству первичных отделений на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, молодежных центров, средних профессиональных образовательных учреждений идет интенсивно, но на сегодня по состоянию на 20
марта более 500 первичных отделений в республике уже открыты. Напомним, что Якутия стала первым регионом в России, где открылось местное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Юрий Осипов, Виктор Дьячковский, Якутск. Второй республиканский конкурс сценариев короткометражных фильмов завершился на фестивале «Мусустар». Конкурс набирает обороты. В этот раз поступило множество профессиональных работ различных жанров. Всего на конкурс было подано 49 заявок, из них 33 из Якутска и 16 из районов. На финальный этап комиссии отобрано 10 наиболее примечательных сценариев. Все эти работы направили на прочтение экспертизу известному российскому киноведу Андрею Апостолову. Ну, мастер-класс, может быть, это громко сказано, скорее это такая лекция на основе вот просмотренного фильма. Мы посмотрим фильм «Двое» Михаила Богина, это такая классика советского кино, и на его примере просто поговорим о каких-то базовых драматургических моделях и скорее даже вообще о драматургическом мышлении, вот, которое берет свои истоки там из мифологии, из сказочных сюжетов. Вот на примере этого фильма мы просто попытаемся с этим разобраться. Еще раз скажу, что обсудим такие совсем базовые начальные вещи, но я думаю, что поскольку ребята, участники конкурса, сегодняшние зрители, они начинающие, то для них это будет полезно. Удивительное сочетание красоты и выносливости. Также в рамках фестиваля «Мусустар» в спорткомплексе «Мадон» целый концерт от дебюта к мастерству посвятили художественной гимнастике. Валерия Наумова подробнее. Организаторы концерта не просто так назвали его «От дебюта к мастерству», ведь 2023 год – год педагога и наставника. И во время выступлений можно увидеть, как гимнастки проходят свой путь от первых шагов до медалей мировых помостов. В представлении участвуют 150 детей из клубов Якутска, Нерюнгри, Покровска, а также члены сборной республики. И, конечно, выступление трехкратной чемпионки мира среди юниоров по художественной гимнастике Лалы Крамаренко. Девочки очень счастливы, что они могут участвовать в таком событии, на одном ковре выступать со знаменитыми спортсменками, показать им свое мастерство, чтобы они могли его оценить, получается, сказать им какие-то напутственные слова. Для детей это очень важно, они очень хотят заниматься этим видом спорта и развиваться в нем, и достигать высоких спортивных результатов. Каждая гимнастка вносит личный вклад в подготовку своего выступления, индивидуальная интерпретация музыки и полная ее взаимосвязь с движениями. Третий год подряд молодежный фестиваль «Мусустар» проходит в Якутии, а художественная гимнастика уже во второй раз является принимающей стороной по треку «Спорт». Больше треков будет расширять фестиваль, тем больше молодежи нашей республики будет ознакомливаться с теми видами профессиональной деятельности, которые вообще существуют в нашей стране и в мире в целом. И мы, как общественная организация, как люди, которые развивают художественную гимнастику, для наших малышей, для наших детей здесь, в нашей республике, конечно, не стоим в стороне и принимаем самое активное участие. Стоит отметить, что Федерация художественной гимнастики как организатор концерта подготовила еще и мастер-класс с трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы, мастера спорта международного класса, члена сборной команды России Лалой Крамаренко и олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ксении Дудкиной. Именитые спортсменки покажут некоторые гимнастические элементы, поделятся секретами, а якутские гимнастки, в свою очередь, смогут задать свои вопросы и получить заряд мотивации. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Именитые спортивные гимнасты познакомились с якутскими национальными видами спорта. Олимпийский чемпион Никита Нагорный и призер Олимпийских игр Дарья Нагорная посетили Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Якутские спортсмены показали гостям мастер-классы по хапсагаю, масс-рестлингу, национальным настольным играм, легкой атлетике, а также по стрельбе из традиционного лука. Атлеты также попробовали свои силы в этих видах спорта. Лучше всего Никите Нагорному дался традиционный лук. Сегодня мы познакомились с традиционным видом спорта. Конечно, оказалось, это не так уж и просто. Я даже больше скажу, что где-то у меня вообще не получилось. Но я записался уже в группу обязательно. И как будет время, я приеду, буду тренироваться и учиться. Вот. Но хоть стрелять из лука немного умею, мне сказали, что команду даже могут взять.
Аксель, Бильман, Твизл и Тулуп – эти термины не понаслышке знакомы всем, кто посвящает свою жизнь фигурному катанию. Юным якутским фигуристам их освоить сегодня помогла именитая спортсменка, олимпийская чемпионка, почетная гостья фестиваля «Мусустар» Камила Валиева. На встрече со звездой мирового спорта побывал и мой коллега Петр Васильев. Восторженные речевки, песни, звуки баяна и традиционный чак-чак. Так юные поклонники и представители татарской общины в Ледовом дворце Лейботур встречали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву. Титулованная фигуристка провела мастер-класс для 60 юных спортсменов из Якутии. Все это стало возможным в рамках 3-го молодежного фестиваля «Мусустар». Среди тех, кто посетил мастер-класс Камиллы, 13-летняя Диана Гоголева. Несмотря на юный возраст, за плечами девочки республиканские, региональные соревнования, а также общий стаж катания почти 9 лет. По словам юной фигуристки, приезд Камилы Валиевой стал для нее стимулом к дальнейшему развитию и покорению новых спортивных вершин. Мы раскатывались, перебежки всякие делали, круги, тройки, потом вот сейчас начали прыгать, чуть-чуть поворачивались. Камила Валиева, то, что она вот такая очень крутая звезда, очень хорошая фигуристка, она мне очень нравится, самая любимая моя фигуристка. Такого же мнения и первый тренер девочки Елена Татаринова. Она считает, что приезд таких именитых фигуристов даст шанс якутским спортсменам поучиться мастерству у тех, кто уже однажды достиг вершины спортивного пьедестала. Это просто взрыв эмоций. Этого все наши дети ждали, тем более Камила Валиева, олимпийская чемпионка. И все очень готовились, все хотели попасть на мастер-класс. Когда они катают свои программы, показывают широту скольжения, насколько широко они катают, глубоко, высоко прыгают, мощные вращения. Конечно, это для них такой большой пример, к чему есть им стремиться. Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что фестиваль «Мусустар» 3-й год подряд задает вектор развития и правильные ориентиры для подрастающего поколения. И, возможно, уже сейчас на этом самом льду катаются будущие Загитова, Сотникова и Валиева. Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск. Ну а мирнинские фигуристки вновь выступят на ежегодных республиканских соревнованиях. Туймада Солустара пройдет в Якутске с 10 по 15 апреля. 7 спортсменок представят на льду произвольную программу, выполнят спираль, ласточку, кольцо, вращение и 2 прыжка. Участницы оттачивают технику с осени прошлого года. Осталось подготовить костюмы, цвет и фасон выбирают исключительно под музыку. В прошлом году мирнинская команда привезла 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль с этих соревнований. И не только достойно, надо защитить разряды. Это важно, для чего мы сейчас едем в город Якутск. Также в городе Якутске состоится семинар судей. Мы прослушаем этот семинар, возможно, сдадим экзамены, постараемся сдать. И еще о спорте. Первенство Якутии по мини-футболу собрало лучшие команды в Якутске. Участвуют юноши 2008-2009 годов рождения. Приехали 16 команд из улусов и городов. Первенство завершится 26 марта. Результаты соревнований учтут при подведении финальных итогов школьной спартакиады. Команды подготовлены. Кто-то лучше играет, кто-то хуже. Но то, что собрала спартакиада 16 команд, значит, в каждом районе есть, вот я разговариваю с тренерами, рассказывают, какие соревнования проводятся внутрирайонные, соседям ездят. Значит, у нас в республике когда-то зародился мини-футбол, он продолжает развиваться, и есть определенные массовые успехи. И в завершении о погоде в выходные дни. Так, в субботу в Якутске потеплеет до -1 градуса, а в западных районах ожидается плюсовая температура. Как сообщает Якутское управление гидрометеослужбы, в ночь на 25 марта в столице температура воздуха составит -16 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до -1.
Однако утром и днем ожидается небольшой снег на северо-западе, северо-востоке и местами в центральных районах. Также пройдет небольшой снег на севере, местами умеренный. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.